Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас на обзоре Yanmar YM 1802, японский мини-трактор. А я напоминаю всем тем, кто забыл, и говорю всем тем, кто не знает, мы продаем японские мини-трактора с аукциона без пробега по России. Сегодня приехал очередной интересный экземпляр от компании Yanmar. Давайте пройдемся по его общему состоянию. Задние колеса целые, без растрескиваний. Чего не скажешь о передних. Растрескивания имеются, но колесо это недорогое, небольшое, и можно у нас его также приобрести. Со второй стороны у нас колесо в таком же виде, как и предыдущее. Имеются трещинки. Ну и заднее колесо, которое довольно-таки дороже, нежели переднее, в состоянии в отличном. Соответственно, менять его придется не скоро. Данный трактор оборудован фрезой на 130 сантиметров. Давайте посмотрим на состояние ножей. Небольшой износ имеется у нас на ножах. Все ножи на месте. В общем, вы все прекрасно видите сами. Фреза у нас на трехточечном навесном, что не может не радовать, так как это универсальное навесное, на которое можно повесить все, что угодно, будь то плуг, картофелекопалка, сажалка и так далее. Данный трактор агрегатирован двигателем трехцилиндровым дизельным на 18 лошадиных сил. И, пожалуй, один из таких интересных моментов это то, что данный трактор у нас не полноприводный. Многие начинающие трактористы пугаются неполноприводных тракторов, но бояться их совершенно не стоит. Мы уже снимали видео о том, как неполноприводный трактор убирает снег. В интернете очень много видео о том, как неполноприводный трактор вспахивает и таскает лес, и делает все, собственно, тракторные дела, для которых он предназначен, не хуже полноприводного. И тем более у каждого трактора есть блокировка заднего моста под правой пяткой у оператора, и этот трактор не исключение. Раз мы заговорили об органах управления трактором, давайте на них немножко сосредоточимся. Здесь у нас управление фрезой, это его поднятие, опускание и также заглубление. Ручной газ, двойный тормоз. Здесь у нас штопор тормоза, выполняющий функции стояночного тормоза, так называемого ручника. И снизу мы видим ножной газ, довольно-таки широкий. Раздатка на 3 передачи, основная коробка тоже на 3 передачи. Соответственно, мы можем использовать 9 передач вперед и 3 передачи назад. Гидрокран, как и на всех тракторах. Прикрыв его, мы можем уменьшить скорость опускания и поднятия фрезы, соответственно, приоткрыв, увеличить данную скорость. И вал отбора мощности здесь трехскоростной. Наработка у данного трактора составляет 502 моточаса. Двигатель работает ровно. Давайте даже немножко погазуем. Никаких лишних звуков, никакого дыма, ничего. Мы здесь наблюдаем вот ручной газ. Трактор работает ровно и будет работать еще очень долго, очень ровно и очень надежно, потому что это японская техника Yanmar YM 1802 в компании Progress Auto. Кто заинтересовался данным трактором, звоните нам 8 914 555 20 30. Не прощаемся, увидимся скоро в следующем видео. Всем пока!